В последние годы загруженность автомобильных дорог в Сухуми значительно выросла. До огромных пробок, как в мегаполисах, дело пока не доходит, но небольшие заторы по утрам – уже привычное явление для столицы. Причин этому множество: возросшее количество машин, дефицит парковочных мест, узкие дороги, нарушение водителями правил дорожного движения и многое другое. Приезжие часто отмечают, что у местных водителей к тому же своя особая манера езды. Мы из России, и пока что ваше движение нам кажется тяжелым. Да, и плюс очень такой важный момент, то, что многих светофоров у вас не видно. Они в ветках, и бывает то, что неожиданно появляется зеленый светофор или красный. Вот. А как насчет парковок? Удобно ли? Есть ли места? Но сейчас комфортно было запарковаться, проблем не возникло. А какие проблемы именно на дорогах? С особой манерой езды у водителей? Да, манера езды не совсем понятная, очень резкая. В плане перестроений постоянно машины обгоняют, объезжают со всех сторон. А между тем наши водители чаще всего жалуются на дефицит парковочных мест. Хаотично разбросанные машины возле учреждений, плотное движение вокруг людных мест. Этими картинами уже никого не удивишь. Невозможно, это просто какой-то ужас. Кроме того, что как я на рынок заезжаю, у меня сердце кровью обливается. А про парковку вообще нужно забыть. А вы платной парковкой пользуетесь? Пользуемся, когда есть возможность, когда есть место там. Ну, А так приходится искать место? да, по 2 раза круги. Проблема с парковкой есть, потому что сейчас очень много машин по городу. И учебный год тяжело с этим, конечно. Вы пользуетесь платными, бесплатными парковками? А как получится? Как получится. Ну, какое самое загруженное место, на ваш взгляд? Вот куда невозможно пробиться там утром? Полакоба, утром, когда едешь, да, рабочий день с 9 утра начинается, с 8:30, тогда очень перегружена. Сторона рынка, естественно, очень перегружена. Даже при наличии парковочных мест водители порой оставляют автомобили где попало и как попало. Умудряются парковаться на тротуарах и пешеходных переходах, загораживая проезд и обзор на перекрестках, при этом зная, что нарушают правила дорожного движения. Много тех, кто нарушает? Да, очень много. Да. А вы нарушаете? Бывает. Иногда. А это, например, что? Там поворотник не включаете или какие именно? Да. Не включаю поворотник иногда. Забываю. А так все нормально, в принципе. А на скорости высоко ездите? Бывает, да. А как думаете, вообще нужно это в нашем городе? В нашем городе нет, не нужно это. Бывает, что же с нарушителями сталкиваетесь на дорогах? Бывает. В основном... Очень много их. Очень много. И в основном люди не знают, которые приезжие, и все. В основном все нормально. А вы сами не нарушаете? Вообще бывает. Ну что, например, можете нарушить? Много иногда бывает. Бывает иногда. Иногда приходится нарушать. Конечно, среди горожан есть и законопослушные, строго соблюдающие правила дорожного движения. С той стороны знак запрещает остановку. В любом случае, ни высадка пассажиров, ни остановка. Вообще остановка транспортного средства на той стороне запрещена. Здесь до 3 минут разрешена именно остановка, но не стоянка. Больше 3 минут уже считается стоянка. Дальше происходит, знак дальше стоит, именно тот, как вы говорите, остановка. Даже останавливаться запрещено. Я поехал, извините, больше 3 минут. Вы не в автошколе работаете случайно? Почти. В городе есть парковки со специально отведенными местами для людей с ограниченными возможностями. Есть улицы с отмеченными и бесплатными местами для парковки автомобилей, как, например, у Театральной площади. В столице также есть места, где ведется постоянный контроль за дорожным движением. Наша задача здесь, чтобы не крутили машины, чтобы не было агрессивной езды и чтобы соблюдали правила парковки. На этой стороне парковаться запрещено, да. А в случае нарушений как вы поступаете? В случае нарушения мы вызываем сотрудников ГАИ, и они убирают эти машины. В основном граждане у нас законопослушные или нарушают? Да нет, в основном мы просим, и они переставляют машины. Рынок – одна из самых загруженных точек столицы. Здесь парковка платная. Прямо на дороге стоят парковщики. По их словам, первые 15 минут стоянка бесплатная. Дольше по времени 30 рублей, даже если машина стоит больше часа. А вот здесь места для инвалидов, они бесплатные. Да, для инвалидов везде бесплатно.
А как вы контролируете, что это вот именно человек-инвалид подъехал? Значок Сказал, какой-то? на слово верим. Сейчас я же не буду дать документы, да и эти. На слово. Сейчас инвалиды, которые не инвалид войны, он, я думаю, стыдно ж говорить, что я инвалид войны. Я на это рассчитываю. Когда, в какое время больше всего машин? В выходные, наверное, да? Там всегда здесь. Не хватает места же. Сколько стоит парковка? 30 рублей. Вы что-то даете водителям? Вот они вам 30 рублей, а вы им взамен? Взамен я сейчас в данный момент мы ничего не даем, потому что у нас чеки сделали государство. Это государственный объект. Чеки нам дали, и чеки вот эти я таскал туда-сюда. А люди не берут сами, Не да? берут наши, да, мы друг друга знаем, и никто не берет. Сейчас иногда я в кармане имею, чтобы для русских. Ну а как тогда контролировать количество тех, кто припарковался? А мы не считаем количество. Скажите, а если вот на этом участке, который вы контролируете, вот человек припарковался и какой-то ДТП за это время произошло, кто отвечает за это? А никто не должен. Но мы-то смотрим, но это не стоянка, это парковка. Вот на стоянке, если что-то случилось, он уже в ответе. А так здесь нет. Сама парковка тоже принадлежит Сухумскому центральному рынку. Подробную информацию о владельцах парковки нам выяснить не удалось. Очевидно, что дорожная ситуация в республике непростая. Однако необходимо понять простую истину. Культура вождения зависит от каждого из нас. Эсма Гуланзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.